Третья тема – это будущее России после СВО. Тема тоже очень глобальная, интересная. Существуют самые разные варианты развития событий, но я хотел бы остановиться только на нескольких. Был такой известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он известен своим романом «Война миров». Самое известное его произведение. Он был еще очень активным общественным деятелем, публицистом. И он в первые годы советской власти приезжал в Москву, встречался с Лениным. И он написал по итогам этой поездки книгу. Называлась она «Россия во мгле». И вот в этой книге он описывает встречу с Лениным в Кремле. Представьте такую ситуацию, что это 19-й год, идет гражданская война, Россия действительно во мгле, не хватает электричества, голод, война, разруха. И Ленин начинает Уэллсу рассказывать о плане электрификации, так называемый план Гойл-Ро, всеобщей электрификации, образования, о будущих планах строительства социализма, коммунизма в Советском Союзе. Но Уэллс, будучи даже фантастом, он в это не поверил, и тогда он назвал Ленина кремлевским мечтателем. Потом проходит время, в 30-е годы Уэллс приезжает в Советскую Россию, уже во времена Сталина. Это был 1935 год, и Уэллс уже видит воочию, во что превратилась Советская Россия. Нищая, разрушенная, охваченная войной, и вдруг промышленный гигант, который уже на тот момент по темпам роста выходит на первое место в мире, становится ведущей страной Европы и начинает всерьез конкурировать с Соединенными Штатами Америки. И удивленный Уэллс, он вспоминает вот эту беседу с Лениным. И почему такая метаморфоза удивительная происходит в Советской России? С одной стороны, разрушенная полностью страна, нищая, аграрная, без промышленности, без армии. А все эти успехи технологические, они ведь закладывались еще до революции. Мало кто знает, что еще до Первой мировой войны и в годы Первой мировой войны группа российских ученых, которые работали в институтах Академии наук Российской империи еще, они разработали перспективный план развития России, который реализовали большевики. Тот же Бонч-Бруевич, Крижановский и многие другие ученые, это десятки, сотни ученых, десятки институтов, они разработали этот перспективный план развития России, который предусматривал всеобщую электрификацию, индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства. И сейчас в России происходят очень схожие процессы. Не случайно Си Цзиньпинь, возвращаясь к тому, что я ранее сказал, обратил внимание, что история начинает повторяться, что сейчас происходят небывалые изменения, которые не происходили в мире 100 лет. Это получается отсылка опять-таки к началу, к первым годам советской власти в России, первые реформы эти, и начало, постепенная подготовка к этой индустриализации
коллективизации сельского хозяйства. Но сейчас из-за вот этой специальной военной операции мы этого не замечаем. Вообще, может быть, реально существует 3 варианта основных завершения вот этой специальной военной операции. Первый вариант – это победа России, то есть это достижение целей, заявленных Путиным 24 февраля, это денацификация и демилитаризация Украины, то есть по факту смена правящего режима и вхождение Украины в состав России, либо создание независимого государства Украина, которое будет в тесных дружеских отношениях с Россией. Это первый вариант, наиболее оптимальный для нас, для России. Второй вариант – это нейтральный по типу Минских соглашений 2015 года, когда конфликт замораживается, никто не достигает решающей победы. И вариант третий, самый невыгодный, это военное поражение России в этой специальной военной операции, смена правящего режима в России, уход Путина или его убийство, распад России на десятки независимых государств, голод, холод, разруха по сценарию 1917 года, февральской революции. То есть существует вот 3 пути. Вот такая развилка. Вот в русских сказках же есть такое, когда вот Витязь на распутье стоит, перед ним 3 дороги. И вот Россия сейчас находится на этой развилке. Куда пойти? По какому пути? И вот если мы посмотрим, то здесь очень большую роль играет, с одной стороны, на мой взгляд, развитие транспортной инфраструктуры, логистики. С другой стороны, очень большую роль играет вот, территориальное развитие. И сейчас вот в плане пространственного развития спор идет о агломерациях. Агломерации – это вот такие большие города, группы городов, вокруг которых идут споры. Идут споры как на уровне экспертного сообщества, так и на уровне руководства России, правительства России. Вы, наверное, слышали, что когда вот Алексей Кудрин работал в правительстве, там в Минфине, был зампредом, это очень активно лоббировал. Сейчас есть такой Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства, который курирует там строительство, ЖКХ. И вот эти товарищи, Кудрин раньше, сейчас Хуснуллин, очень активно лоббируют идею развития России вокруг 15-20 крупных городских агломераций. Вот я хочу показать вот на карте, если вот посмотреть, то вот эта карта, где показаны вот крупные вот эти городские агломерации. И вот вы можете обратить внимание, что их не так много. То есть это вот европейская часть. На Дальнем Востоке это только один Владивосток, там Хабаровск. Это вот результаты формирования агломераций, перспективные проблемы. То же самое. Это вот европейская часть, чуть-чуть Урал, Сибирь, и вот Владивосток и Хабаровск. Это вот тоже другой взгляд. Агломерация – основной драйвер жилищного строительства. Тоже совпадает один в один. Потом есть очень интересные фото, видео, когда вот спутники пролетают над Россией. Вот один в один совпадает вот с этими агломерациями, когда вот, жизнь где кипит? В крупных городах, мы знаем, да? Где вот свет, электричество, а вся остальная Россия, она действительно, вот как Герберт Уэллс писал, она во мгле. Там вообще ничего нет практически. Ну, тайга, там леса, горы, но
получается очень большой разрыв у нас. И мы видим даже на примере нашей Якутии, нашего Якутска, что происходит. Люди с улусов, с районов едут в Якутск. И численность населения Якутска стремительно растет. Хотя по расчетам ученых, вот долина Туймады, где находится город Якутск, это максимум может обеспечить нормальную жизнь для 150-200 тысяч человек. У нас даже по официальным данным население Якутска это 350, а по неофициальным уже все 400 тысяч. То есть превышение идет в 2 раза. Такие же процессы, они происходят по всей России. Особенно идет концентрация вот вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, там, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, а везде идет запустение. И за последние 30 лет после распада Советского Союза у нас более 40 тысяч деревень прекратили свое существование. Идет массовый отток людей из сельской местности в города. Если посмотреть структуру сельского населения и городского населения по всей России, обращает на себя внимание такой факт. В начале 20 века доля городского населения в России, в Российской империи составляла 15%. То есть 85% населения России в начале 20 века проживало в сельской местности. И был очень быстрый рост населения страны, когда люди жили вот в сельской местности. Сейчас мы видим демографический кризис. Сейчас, по последним данным, на 1 января 2023 года 75% населения России живет в городах, 25% только в сельской местности. Если взять вот это и последние данные демографии, статистики о том, что убыль населения по итогам прошлого года составила почти 500 тысяч, по итогам прошлого года, по итогам 2021 года потери населения, превышение смертности над рождаемостью в России составило 1 миллион человек. Впервые с начала 90-х годов. За 2 года, это 2021-2022 годы, мы, получается, имеем в минусе 1,5 миллиона человек. То есть это превышение смертности над рождаемостью. То есть вот демографический кризис как прямое следствие перенаселенности городов. И мы все хорошо понимаем, что люди в городах, у них маленькие квартиры, маленькие семьи, они не могут позволить себе жить большими семьями, кланами, как в деревнях, соответственно, рождаемость резко падает. И поэтому будущее России, как многие вот демографы говорят, это в том, чтобы создать условия для развития сельских территорий, чтобы люди из городов, они могли переселяться наоборот, на село. И наше будущее, оно будет зависеть от этого. Вот если посмотреть вот те же агломерации, то вот эта пустота, она ведь может быть заполнена. Вот Сибирь, Дальний Восток. Фактически мы имеем вот пустующие территории. Особенно по сравнению с перенаселенным тем же Китаем. Сейчас у нас действительно партнерские, там, дружеские отношения, но что будет завтра? Никто ведь не знает. По ту сторону Амура мы имеем 100 миллионов китайцев. А у нас население на Дальнем Востоке всего лишь 6 миллионов. Но если вот учесть Бурятию, там 7 миллионов. С той стороны 100 миллионов. Это примерно одинаковая территория. Притом население Дальнего Востока, оно с 91 года оно сокращается примерно на 25%. Люди уезжают с Дальнего Востока. И те меры, которым вот Россия хвалится, о том, что вот разные мегапроекты реализуются, она на местных жителях особо не сказывается. Речь идет о вахтовом методе
развития вот территорий. Крупные компании, корпорации тут приходят, качают нефть, газ, природные ресурсы. Но на местных жителях, людях, которые тут постоянно живут, мы сами, жители Якутии, это видим и понимаем, что отдачи нет. И крупные корпорации, они имеют другие цели. И то, что Путин заявил в 2013 году, что вот развитие Дальнего Востока – приоритет России в 21 веке, мы не ощущаем. То есть Россия, чтобы выжить, она должна переносить центр тяжести на развитие восточных своих территорий. И вот в этом плане, накануне вот больших выборов, вот 2023-2024 года, надо поднимать этот вопрос на самых разных уровнях. На уровне экспертного сообщества, на уровне вот будущих наших кандидатов в депутаты, в Илдарханы, ставить вот такие глобальные вопросы. Как мы будем жить, как будем развиваться, или же мы будем медленно умирать. Потому что путь, если выберут по концентрации вот в этих крупных 15-20 городских агломерациях, это путь в никуда. Это путь к смерти России. Будущего там не будет. А если Россия сделает ставку на развитие своих восточных территорий реально, чтобы люди здесь постоянно жили, не как вахтовики приезжали, зарабатывали и уезжали, то есть нужно кардинально менять отношения крупных госкорпораций и правительства России. И в умах людей бродит также идея интересная о том, чтобы перенести столицу России на восток. Даже Шойгу там заявляет, что нужно делать там крупные агломерации по линии Транссиба. Но пока о переносе столицы говорят только эксперты, ученые. Но мне кажется, настало время говорить об этом уже и политикам. Потому что если вот даже мы посмотрим по итогам переговоров Си Цзиньпина и Путина, то как будет Россия развивать отношения с Китаем, если Москва находится так далеко от Китая географически? И решение принимать надо быстрее. Солнце-то встает на восходе, и день начинается с нас, с Дальнего Востока, не с Москвы. Они опаздывают на 6 часов. И вот эти 6 часов, они приобретают особое значение. Сейчас в мире, когда все сжато, решение надо принимать мгновенно, и биржи реагируют на то, что происходит в мире. Соответственно, столица России, она должна быть либо в Сибири, либо вообще вот на Дальнем Востоке. Переносов столицы было много. Мы помним, что вначале был Новгород, потом Киев, потом Владимир, потом Москва, потом Санкт-Петербург. Это общепринятая практика. И почему нельзя перенести столицу России, например, в Иркутск или Новосибирск? Это вполне решаемый вопрос. Мы имеем пример Казахстана, когда Назарбаев волевым решением перенес столицу из Алма-Аты в Астану, Целиноград старый. И видим, как прекрасно развивается Астана. Эта речь не идет о том, что вот взять Москву, закрыть. Нет, Москва останется экономическим, научным центром. Но центры принятия решений, президент, правительство, Госдума, они могут переехать в Иркутск. Не надо там миллионы людей переселять. Достаточно, вот, что руководство страны или хотя бы часть руководства переедет и будет жить и работать в Сибири. Это вполне решаемый вопрос. И мы, жители вот Дальнего Востока, Сибири, в этом кровно заинтересованы. И сейчас, вот, когда Россия стоит на таком перепутье, нужно предлагать, думать совершенно новые, неожиданные решения и думать так, как, например, думали большевики во времена там, Ленина, Сталина. Они мечтали, дерзали и вот смогли создать великую мировую державу.
Сейчас Россия имеет несравнимо большие возможности, нежели чем советская Россия в 20-е годы. Полмира, даже больше полмира, тот же Китай, Индия, арабо-мусульманские страны, Африка, больше тяготеет, тянется к России. Россия становится центром нового мира, как сталинский СССР. И не случайно вот многие тоже вот не замечают, не обращают внимания на то, что одновременно с визитом Си Цзиньпиня в Москву, в Москве же собрались руководители стран Африки. А Африка – это 1,5 миллиарда человек. Это бурно развивающийся регион, где китайцы тоже активно работают. И у нас со времен Советского Союза сохранился очень большой задел. Многие руководители стран Африки, Азии, Латинской Америки, они учились у нас в том же Российском университете дружбы народов. Мы многое сделали еще во времена Союза. Много фабрик, заводов, обеспечивали и оружием. И сейчас вот эти старые советские наработки мы можем использовать. И вот мир очень быстро меняется, но будущее, оно определяется людьми, народом. Поэтому не случайно вот тот же Путин в послании к Федеральному собранию 21 февраля в своих последних выступлениях он постоянно апеллирует к народу, к людям. И вот и мои, и наши вот эти лекции, выступления, они нацелены на то, чтобы каждый человек в меру своих сил осознавал вот те процессы, которые происходят в мире, в России, и делал свой выбор, личный выбор. И выбор этот определяет наше будущее, потому что есть в науке такое понятие эгрегора, коллективного сознания. Если большое количество людей будет думать об одном и том же, это желаемое будущее, оно сбудется. Почему большевики оказались победителями? Почему создали такую великую державу? Из нищей, отсталой страны, как Россия, после 1917 года. Потому что у них была мечта, была очень сильная вера, даже религиозная вера. Они так истово верили, что они создали вот эту страну с нуля фактически, ничего не имея. Мы в гораздо лучшем положении находимся сейчас и можем тоже многое изменить. Но для этого каждый человек на своем месте, он должен осознать вот то, что происходит, и измениться в лучшую сторону. И поэтому будущее России, оно определяется не только вот президентом Путиным, там, разными начальниками, там, руководителями субъектов, депутатами, а народом. Чем больше людей будет думать о будущем в позитивном смысле, предлагать и реализовывать какие-то проекты развития, нацеленные не только на личную карьеру, на личное обогащение, а именно на развитие республики, страны, народа, то тем лучше будет наше будущее, совместное будущее. Притом нужно понимать, что мы все, люди, которые живем в России, являемся гражданами России, находимся в одной лодке. Если что-то плохое произойдет с нашей страной, мы все потеряем. Все, без исключения. Не надо думать, что вот в результате распада России вдруг возникнет процветающая республика Сахастан, мы отделимся от всех, будем жить как в Дубаях. Такого не будет. Нас просто могут физически уничтожить, потому что мы не нужны. Нужны нефть, газ, алмазы, но мы не нужны. Или вы думаете, там, американцы, там, или японцы, или китайцы будут думать о нас денно и ночно. Но это очень смешно. Но некоторые вот наши представители интеллигенции якутской думают так, что вот мы отделимся от России, будем жить как в Эмиратах. Но этого не будет.
Об этом Кулаковский писал, Алексей Елисеевич, «Сновидение шамана». И ситуация не изменилась. Просто она повторяется. В новых реалиях, с новым сюжетом, но история повторяется.